Кыргызстан не имеет выхода к морю, поэтому строительство железной дороги – это хороший шанс укреплять взаимовыгодные экономические связи с другими странами. Ведь железнодорожные перевозки – дешевый вид транспорта после морского. Вот почему для нашей страны необходима реализация проекта железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Насколько важно строительство данной магистрали? Во-первых, диверсификация. Последние несколько лет показали, что, несмотря на общее евразийское экономическое пространство, у Кыргызстана все еще остаются высокие риски по блокированию транспортных путей. Во-вторых, как показывает мировой опыт, масштабное инфраструктурное строительство может дать хороший толчок для развития экономики. Строительство железной дороги начнется уже в апреле этого года. Для этого будет привлечено более 3000 единиц спецтехники. Параллельно идет подготовка специалистов. 27 декабря 2024 года состоялся официальный запуск железнодорожного проекта Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Новый железнодорожный коридор станет южным ответвлением континентального моста Евразии и откроет доступ к рынкам Юго-Восточной и Западной Азии, а также стран Ближнего Востока, в том числе Турции и далее Евросоюза. Проходить он будет по комбинированному маршруту Кашгар, Туругарт, Макмал, Джалалабад, Андижан. На его строительство выделено более 4 миллиардов долларов. Маршрут Туругарт-Арпа, Коштебе, Макмал, Джалалабад сократит время доставки грузов на 7-8 дней и уменьшит расстояние на 900 километров. Длина железнодорожного участка в пределах Кыргызстана составляет в общей сложности более 300 километров. На маршруте предусмотрено строительство 20 станций. В преддверии государственного визита в КНР президент Садыр Джапаров дал эксклюзивное интервью ведущему китайскому информационному агентству Синьхуа. В своем интервью глава государства отметил важность строительства железнодорожной линии Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Реализация проекта укрепит нашу роль как транзитного узла на евразийском континенте. Мы ожидаем значительное увеличение объемов грузоперевозок. Во-вторых, данный проект обеспечит развитие регионов нашей страны. Новая инфраструктура ускорит развитие торговли, туризма, промышленности, а также улучшит транспортную доступность труднодоступных районов. В-третьих, на всех этапах строительства и эксплуатации железной дороги будут созданы многие тысячи рабочих мест, что окажет самое благоприятное влияние на социально-экономическое положение страны. Убежден, что с реализацией строительства этой железной дороги взаимодействие между народами Востока и Запада укрепится, а исторический дух сухопутного Великого Шелкового пути возродится. Для Кыргызстана стратегический, его надо рассматривать в экономическом аспекте, в политическом и с позиции безопасности, ну и в других аспектах, но я выделил основные. В экономическом плане, да, мы благодаря этой дороге, в наш бюджет будут поступать огромные средства, благодаря тому, что товары будут проходить по территории нашей страны. Также это в перспективе при индустриализации нашей страны, при том, что наши производственники, наша продукция выйдет на промышленный уровень, мы сможем благодаря этой дороге продавать наши товары как на китайский рынок, так и на другие рынки мира. От строительства железной дороги наша страна получит выгоды не только экономические, но и в политическом плане, считает политолог, китаевед Айбулут Айдосов. По его словам, авторитет Кыргызстана поднимется в разы, и ведущие мировые державы будут считаться с интересами нашей страны. В политическом плане мы увеличили свой политический вес, потому что благодаря этому проекту с нами будут считаться и другие большие державы, потому что благодаря этому проекту это их интересы, чтобы вовремя к ним товары поступали. С позиции безопасности, вот те риски о том, говорят, что Китай может за счет этой дороги увеличить свое присутствие в нашем регионе, в Кыргызстане. Наоборот, я считаю, что благодаря этому проекту у Кыргызстана появляется рычаг влияния не только на Китай, но и на другие страны мира. Строительство железной дороги позволит создать не только дополнительные рабочие места, а также будет развивать логистику страны, развивать туризм и, самое главное, станет главным инструментом предпринимателя и сократить сроки доставки груза. Мы проигрываем в конкуренции товаров. И вот этот на сегодняшний день логистика является таким краеугольным фактором выигрыша в конкуренции. Да, сейчас сложнее доставить, продать товар, чем произвести их. Да? И вот здесь эта железная дорога, она как раз таки позволяет какие-то возможности, так сказать, выгоды или преимущества, так бы я сказал, нашим предпринимателям выйти на зарубежный рынок. И, соответственно, когда мы импортируем, товары, наверное, все-таки будут дешевле.
После строительства стратегической железной дороги нужны специалисты, которые будут обслуживать железную дорогу. По этому поводу Ошский технологический университет и Железнодорожный строительный институт Китая подписали специальное соглашение о совместной подготовке специалистов. По данным ОШТУ, в учебном заведении имеются специалисты по подготовке железнодорожников. Также планируется приезд специалистов из Китая, чтобы обмениваться опытом. Мы сейчас готовим заявку в Министерство образования о получении лицензии на подготовку железнодорожных специалистов. Приоритет будет отдаваться нашим гражданам. Сами знаете, скоро начнется строительство стратегической железной дороги, и мы должны быть готовыми в плане профессиональных кадров. Данная специальность будет преподаваться в Институте транспорта и энергетики ОШТУ. Здесь готовят специалистов по обслуживанию железнодорожных вагонов и работе с компьютерами. Преподаватели готовы обучать будущих инженеров. На основании соглашения мы будем готовить специалистов, обслуживающих грузовых вагонов. Учебный план уже составлен и ждем только лицензию. На днях у нас были представители Китайского института и договорились об обмене опытами. На сегодня у нас трудится более 60 кандидатов и докторов технических наук. Одним словом, мы готовы. Новость о подготовке специалистов оказалась приятной для студентов. Мухтар Бимаматулу, мечтающий работать в железнодорожной отрасли, планирует быть одним из первых, кто подаст заявку, если откроется такая специальность, так как подобных кадров не готовили в Кыргызстане. Я сам интересуюсь железными дорогами. Теперь у меня появилась возможность получить знания в этом направлении. Надеюсь, я буду в будущем работать на стратегической железнодорожной магистрали и принесу пользу стране. Отметим, что 27 декабря 2024 года президент Садыр Джапаров дал старт началу строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Проект укрепит интеграцию стран Центральной Азии и внесет вклад в развитие Кыргызстана как международного транспортного хаба. Ермек Куренкеев, Чакшылык Исаков, ЛТР. Итоги недели.